Якутии. Ну что это? Издали каких времен воскресло это видение? Шаманское камлание, заклятие духов, врачевание болезней, предсказание судьбы. Впрочем, смотрите внимательно. Это зрелище уникальное. Суеверия, связанные с шаманством. Но есть здесь и другая сторона. Древнее, неповторимое искусство актерского перевоплощения. Ох, посадите меня. Устал я.
никого уже не удивляют. А пришелец из стародавнего мира, вот это способно собрать толпу любопытных. Но, конечно же, этот человек не шаман. Воспроизвести шаманской команде согласился Сергей Афанасьевич Зверев, народный поэт и импровизатор, знаток обычаев народа, певец родного края. Седина 80 зим на его голове. Как воспеть твою несравненную красоту, о край мой родной? Это встречное солнце поет само сердце Якутии о главном течении великих рек, о самолетах в просторном небе, о бескрайней тундре. Мало требует оленя от человека. Щепотку соли, да помощь, если заболеет. И как много он человеку дает. Возит, кормит, одевает.
сказке есть образ священного оленя. Есть богатырская птица с распластанным железным хвостом. Фантазия, сказка. Но сказка и явь ветви одного дерева, говорят якуты. Раньше они существовали порознь, теперь соединились. И как волшебный плод их единства рождаются все новые творения народа художника. Помогла Звереву создать танцевальный ансамбль. 80-летний человек поставил этот танец, но молодая, отзывчивость к красоте живет в его рисунке и пластике. Узоры народных вышивок, узоры ритмов, узоры лесных трав и ветвей. На смену век идет, лес сменяется лесом, старые деревья, падая, почву питают, а тайга вечно жива и молода. Тайга, родная моя мать, ты вскормила, взрастила меня, песнями ветвей своих ты укачивала меня в детской колыбели, согревала в лютые морозы. Прошли годы, и сегодня я, певец седой тайги, отдаю людям твои мудрые песни. Ружье свое верное охотничье крепким зарядом я зарядил. Я по тайге дремучей иду, и с вами я, звери, встречи жду. Кто хитрее, кто проворнее из вас? Настало время нам встретиться в поединке честном. Лоси ветвисторогие, медведи косматые, тайги хозяева,
Глухари осторожные, крепкокрылые, все звери и птицы лесные, ждите в гости сегодня меня. Страной незаходящего солнца называют якуты свою землю. Но много месяцев подряд здесь длится полярная ночь. И вот, наконец, она кончается. Праздник долгожданной встречи с летом, праздник кумыса, любимая тема в творчестве якутских художников-косторезов. По древней традиции, один раз в год, летом, народ собирается на свой национальный праздник Исэх. Исэх в Сунтарском районе. Сюда съезжаются не только местные жители, но и уважаемые люди края, герои труда, ученые, артисты, знаменитые охотники. Почетное право открыть праздник принадлежит Сергею Афанасьевичу Звереву. С чароном полным кумыса он песней приветствует гостей.
пусть же каждый мужчина, отпивший из этого чарона, будет подобен Мергуну Ботору, герою народного эпоса Аланхо. Упражнялся он в беге в разных прыжках, на одной ноге, на обеих ногах. Удивительно вытянулся паренек, стал он телом упруг и ростом высок, что ни день становился паренек сильней, поясница в 5 маховых саженей, широченные плечи в 6 саженей, стали мышцы его твердые, крепки, словно главные лиственничные суки. Руки стали отменно тверды и плотны, словно дерево, скрученное винтом, что растет меж камней на склоне крутом. И пусть каждая женщина, отведавшая этого напитка, подобно легендарной красавице Кис-Мергуни, станет мудрой и нежной. Пусть в силе и ловкости сможет она сравниться с мужчиной, и пусть вдобавок ко всему этому будет она всегда прекрасна. Воспевайте жизнь и счастье, и свободу. Приходите, заходите в круг широкой хоровода. Сердце в радости горячей птицей плещется веселой. Солнце мира озаряет наши города и села. Поэт складывает новую песню. Завтра утром придет новое поколение, и опять нагрянет смех и веселье. А я старею и не знаю, спою ли еще на больших эссехах, и в хороводе осоха и спляшу ли. Потомки времен грядущих и прекрасных, послушайте заветное слово мое. Вы, великие, всесильные, овладевшие солнечной энергией,
и громом силы огневой. Умножайте изобилие, словно разлив весенний. Завтра утром, на пир изобилия, на исек большой семьи народов мы придем со своим чароном, наполненным кумысом, со своей песней, звучащей громче, чем сегодня. Сказка и явь — это ветви одного дерева. Когда-то они существовали порознь, теперь соединились.